поскольку Кааба, как они доказали, испускала излучение. Обнаружив это излучение, они стали увеличивать картинку, и они обнаружили, что оно исходит из Мекки, а если быть точнее, из Каабы. Чтобы понять, каким образом золотая середина, а точнее Кааба, испускает энергетические лучи, мы можем взять пример галактик и планет, которые испускают энергию от центра во все стороны. Так же, как и энергия ядра, которая уравновешивает энергетическую систему посредством электронов, движущихся вокруг него. Это значит, что они, то есть ядра, вбирают в себя негативную энергию и отдают позитивную. Поэтому, когда мы обходим вокруг Каабы, мы заряжаемся энергией. Это факт. Исследования показывают, что каждый день наше тело поглощает вредные электромагнитные заряды с окружающего мира. Эти заряды концентрируются во фронтальной части мозга, и из-за этого мы чувствуем депрессию, головные боли, лень, давление и еще более опасные проблемы. Эту переднюю часть мозга также именуют чакрой, через которую наш организм получает позитивную и негативную энергию. И было обнаружено, что вредные электромагнитные заряды могут высвобождаться из нашего тела, если мы будем класть свою голову на землю. Однако, для более действенного результата мы должны ставить на землю переднюю часть мозга и делать это по направлению к сильнейшему энергетическому полю Земли, коим является Кааба. Доктор Эндрю Ньюсберг изучил волновую активность мозга во время молитвы, и он обнаружил прямое влияние молитвы на несколько участков мозга. Польза от молитвы просто уникальна. Регулярная ежедневная молитва препятствует возрастному сокращению лобной доли. Это часть мозга, которая отвечает за речь, чтение и память. Таким образом, она помогает избежать потери памяти в старости. Молитва – это идеальная форма медитации, которая дает нам чувство спокойствия и умиротворенности. И хотя каждое повеление Аллаха, свят Он и велик, имеет под собой научное обоснование, мы, мусульмане, должны соблюдать их безоговорочно, поскольку во всех повелениях Создателя есть мудрость, которую люди не всегда могут постичь своим разумом. Для нас намного важнее стремиться к довольству нашего Создателя.